Ослепляющие лучи пагубны в период активного солнечного излучения весной, поскольку снег кристаллизуется и дополнительно идет преломление света от этих кристаллов. Для того, чтобы впоследствии не обращаться к специалисту с возникшей патологией, следует заранее позаботиться о своем здоровье. Если слишком много солнца, например, попадает в глаза, да, на сетчатку, это может повлиять на остроту зрения в дальнейшем. В основном это влияет на возрастных людей, у которых появляются изменения на глазном дне. Например, для того, чтобы защититься от бликов экранов компьютеров, глаза могут уберечь специальные капли и гели, увлажняющие роговую оболочку, а также витамины для хрусталика. Но как ответственно подойти в защите своего зрения с выходом на улицу? С приходом весны увеличивается световой день, и, как следствие, солнечные лучи начинают отражаться от снега, что неблагоприятно сказывается на зрении человека. Разумеется, здесь не обойтись без соответствующей защиты. Так смотрится гораздо лучше. Но, разумеется, чтобы выбрать соответствующий аксессуар, здесь не обойтись и без консультации специалиста. Мы отправляемся в салон оптики, где потребителю помогут сделать правильный выбор. Необходимо учесть, что перед приобретением очков стоит проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Мы рекомендуем покупать качественные сертифицированные очки в проверенных хороших салонах или магазинах. И также можем рассказать о том, какие виды солнцезащитных очков. Можно приобрести фотохромные линзы, можно с диоптриями сделать, можно без. Сейчас также популярны водительские линзы. Они максимально защищают также от ультрафиолета, защищают от отраженного света, то есть слепить не будет, тем самым безопасно будет на дороге. Вопрос защиты зрения по-прежнему остается актуальным. Глазам необходима защита от яркого света солнца и его лучей. Но одного отрицать нельзя. Солнцезащитные очки необходимы весной даже сильнее, чем летом. Ну а выбор такого аксессуара для каждого индивидуален в зависимости от применения и возможных медицинских показаний. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск.